Самая большая ошибка, которую можно совершить при анализе действий наших сведомых соседей по глобусу, заключается в попытке найти рациональное объяснение их действиям. Эту ошибку можно еще и усугубить попытками найти в этих действиях какие-то признаки среднесрочного или долгосрочного планирования. Рациональности там нет. Долгосрочного планирования там тоже нет. Там иногда проскальзывает хуторянская хитрость, помноженная на наглость, но больше там ничего нет. В российском инфополе очень активно шло обсуждение вопроса ракетных стрельб в воздушном пространстве Крыма, которые хотели организовать киевский режим. Эксперты ломали голову над объяснением того, зачем это нужно было Порошенко. Сейчас идет не менее острое обсуждение вброса о том, что Киев может остаться без Евровидения и что европейские организаторы конкурса могут попробовать перенести его в Россию. На самом деле у вброса про Евровидение, а это именно вброс, и у информационной диверсии насчет ракетных стрельб в пространстве Крыма есть общее объяснение, и именно им нужно руководствоваться. Суть в том, что с точки зрения Порошенко, и в этом смысле он ничем не отличается от всех остальных украинских политиков, единственный способ поддерживать существование украинского государства заключается в том, чтобы регулярно поставлять его жителям перемоги. Реальных побед современная Украина достигнуть не может в принципе, а потому приходится довольствоваться фейками, производством которых и занят украинский политический класс. Думаю, что все свое время они делят примерно 50 на 50. 50% на воровство, а другие 50% времени уходит на то, чтобы создавать фейковые перемоги, которые дают им возможность спокойно воровать дальше. Сейчас объясню, какое отношение это имеет к Евровидению. С современной Украиной, конечно, может случиться любая неприятность, но мне представляется, что такой важный для украинского национального сознания проект будет любой ценой профинансирован в полном объеме, и из него попробуют сделать очередную победу над клятыми москалями. А как из Евровидения сделать победу над москалями? Очень просто. Нужно раз в несколько месяцев вбрасывать слух о том, что вот-вот конкурс отберут у Киева и отдадут Москве, ну или Симферополю. А потом объявить, что героическими усилиями Порошенко, Кличко и всего мирового сообщества Евровидение все-таки удалось отстоять. Все счастливы, все поют гимн, и никто не замечает очередного повышения тарифов. Ну, по крайней мере, пока не замечает. С ракетными стрельбами была такая же ситуация, с той лишь разницей, что они действительно могли попробовать пострелять над Крымом, если бы не предупреждение с российской стороны, что это обязательно приведет к тяжелым последствиям для украинских военных. А так украинские ракетчики отстрелялись на максимальном расстоянии от Крыма, а украинские СМИ объявили очередную перемогу, о фальшивости которой значительная часть тамошней аудитории может просто и не узнать. Решение Киевского суда о наложении многомиллиардного штрафа на «Газпром» – это тоже фейковая перемога из той же серии. Кстати, я бы даже был рад, если бы киевский режим пошел в поисках этой фейковой победы до конца и попробовал бы конфисковать или арестовать часть газпромовского газа в своей газотранспортной системе. Сейчас объясню почему. В Европе ожидается сравнительно холодная зима, а Еврокомиссия уже сняла с «Газпрома» ограничения по пользованию газопроводом «Опал» и «Северным потоком», который был загружен только наполовину из-за антироссийских правил Евросоюза. Если Украина в самый неподходящий момент фактически заблокирует транзит газа в Европу под предлогом того, что их суд решил оштрафовать «Газпром», это будет для нас большим подарком. Так как это приведет к тому, что все препятствия на пути постройки Северного потока-2 будут сняты в рекордные сроки, уж поверьте. Как показывает опыт, ради какой-нибудь фейковой перемоги Киев готов идти на любую, даже самую опасную глупость. В Киеве уже понимают, что после 2019 года украинской газотранспортной системе не жить, и отменяют тендеры на закупку оборудования для ее модернизации. Я уже много раз говорил и готов повторять, что украинская ГТС – это позвоночник этого геополитического Франкенштейна под названием Украина. И как только украинская ГТС потеряет свое значение для транзита энергоресурсов в Европу, украинское государство потеряет главный элемент, который предохраняет его от распада. А на все ужимки обреченного Киева не нужно обращать внимания. Пусть они и дальше идут дорогой фальшивых побед, ведь эта дорога ведет их в никуда.